Мы будем отмечать третье Башаринские чтения. Совсем недавно состоялось, буквально полчаса тому назад, возложение цветов у его памятника. Профессор Георгий Прокопьевич Башарин много сделал для становления, развития нашего университета. Вот почему 24 июня ему был поставлен памятник, бюст в сквере профессоров. Вы его, наверное, видели, так? Вот. Директор Института истории Российской академии наук, профессор Андрей Николаевич Сахаров, отметил, что самой его выдающейся чертой был российский патриотизм. И в этом была его сила и нетленность. Он оказал большое влияние на духовное развитие народов Якутии и России. И поэтому я краткое свое вступительное слово считаю уместным, поскольку он патриот России и Якутии, так, начать с гимна России. Вот я прошу волонтеров подняться на сцену. Так. Впервые в университете лично мною в учебный процесс было введено знание гимна России. Почему? Потому что, оказывается, гимн России практически никто не знает. Об этом я узнал, когда прочитал более 6 тысяч лекций от Анадыря до Калининграда, от Мурманска до Сочи. И везде спрашивал, кто знает гимн России. Выяснилось, что гимн России не знают. Поэтому я, будучи патриотом России, решил пропагандировать этот гимн, причем в стихотворной форме. Сейчас прошу вас всех встать. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Широкие просторы для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Спасибо. Третье Башаринское чтение объявляю открытым и предоставляю, вернее, сейчас перед вами будет показан кинофильм «Завещание». Пожалуйста.
Gerçi sonunda ustada doğru günler doğadan gözleri odağına çıkacağız olsa iyi onlar değil. Sonra yekten kelpit eder tavarız müttah hıdıdık ağlar. Oğlum köymede hattı müdüklerin bildiğini çıkarlar müttah. Yani tuğuktılla usta kiye gidiyor. Bana ne var? Bu bilgiler müttah sıkış olan konumda. İlkiyisinin sayınlıkta olan bu kadar kaldık. Oldu mu gör? Oldu mu gör? Revolüsyonun kürenmit. Klassavay öpüt hanamit bu kadar muğla demektir. Onun için ne? İdeyalı hiç sıkay, oğul sonra oksuğu çağırlanmadır. Var. O tuğuk oksuğu da bunu diyenliğine. İdi sama, sosyalistiçiskay öz sana oksuğu. Dedi oğlum o Astoriya, üye, dedi asbı düye. İdi barda John sosyalistiçiskay öykü hanağın öğretektirin onlular teptirdin, bu kadın teptiri taklanır. Bu ırkıga bayka dolup kırın öğretektirin müseptirir. Onu tebeye darbakka battır, dönalır. Samaya baktı bacardı, bir huriyatlık, huriyatçılar bıt. Kimliğe gittim bana. Kolokovskaya, Eylin, Dostroyeva, Belgeter, Oyunskaya adlı kalan bırak. Bu huriyatçılar. Bu huriyatçılar, bayki literatura burjuazne tradisiyaların olan ko, Ostoriya, üyen kalıbından soruyor olanlar, Norotu, Haytıyla, sana üyeme öğretektirin onluğar tepkiri, anlara buyurduğu öğretektirin. Bu cebeyi bağır bulmakta, kırcağız öttü. Bıladığını gibi doğmanla korkulur. Oyunskay, çapı ıldığından sonra kuş oğlular var. Ondan ki üyem karaman anlat, ayrıdan tutulan koy. Ayrıdan tutulan koy. Misliler. İdi, ama Sibiyem solun batıyı, kandağınızı, sosyalizmini dilmek bir çaktı. Bu ne denir? Min tustunan tuğakandan alak. Kanlıktan tutup, tanrım. Nereye ya? Stop. Ne? Nahir Robitin onun bulanarak, bula kurdu bolla. Onların toğ gibi bileyim, идеологиялар оксуулар. Вот теге тугуй буржуазный национализм. Такой дакырдык. Буржуазный национализм ген колор бул эн пропопикаттерер боллагына орудие массового поражения деп болду. Бу спектакль. Красной нитью он эн туда жерта бу спектакль. Колор бу театрга не беш столба тура. Бу биги тула багамды. Оновлана Владела Юрская, Кулаковская, Анимбадис Сафронов, Николай Неустроев, Иван Гоголев, Сорна Моллан. Эти авторларны кылкабис буквалар бурулар турат. Олар буржуазный национализм ол долгуна бараларын илчи бара. Ол бу спектакльге не бар. Эти теманы биги өрөкөтөгөн тарихта. Вот перед моими глазами лежит эта книга знаменитая «Три якутских просветителя», которые вышли в 1943 году во время войны. И что интересно, об этом, мне кажется, мало кто говорил и мало кто даже писал. Эта книга, вот если ее прочитать как бы свежим взглядом, она рисует картину, дает методологию для развития всей якутской культуры и литературы на прошлое, на современный день тогда и на будущее. Почему она вышла, мне кажется, в 1943 году? Потому что война обострила все национальные чувства. Не только
так сказать, общего советского народа, но и у каждого народа, населявшего тогдашнюю страну, в том числе и у якутского народа. И Георгий Прокопьевич посчитал своим патриотическим долгом изучить наследие, которое подвергалось к тому времени довольно резкой критике. Как известно, многие писатели, поэты и прозаики Якутии были репрессированы в 30-х годах. А с чем же связаны такие перипетии в судьбе, например, Алексея Елисеевича Кулаковского или Платона Айонского, ну, сами знаете, какие имена здесь можно назвать, которые невинно страдали и пострадали, а Кулаковский еще и после смерти. Значит, они были связаны прежде всего с политическими мотивами. Потому что линии какие-то партийные, они менялись. Сначала поддерживали одно, потом поддерживали другое. Значит, то обострялась, значит, ситуация в стране, сразу выдвигался национальный вопрос. Искали этот злосчастный в Якутии, особенно в Якутии, этот национализм, который не существовал. Вот. И вся борьба вокруг Кулаковского велась не ради творческого наследия Алексея Елисеевича, а ради каких-то корыстных интересов тех людей, которые вот сидели и оплевывали, обругивали его и так далее. Но доказать тогда было невозможно. Вот, все это находилось в КГБ, все эти бумаги, значит, не печатали, и все, боялись, и все. Вот. Так что это Георгий Прокопьевич Башарин в вопросе о Кулаковском всегда занимал позицию, что таких великих людей надо публиковать, надо печатать. Вот что главное. Minäkin ihmettä kuristi. Mä Nikolaja Sulkuun vuonna vasta 9 kävittä. Provokavi kalottuvuutta. Kiemin obrima usein bäkkävidellä tohdi. Pyyntsä tuossa työtön sullaha, min sahamon kotun tuhunnan ikkesatien hurjelturuun. Ja buddu kärsäätiler. Viime uloskohtan hevittietiler. Emilia Rasaaska kährittuutta. Ohan jammat Kulakoska safranın niusturuya ayındıların kelimlere hadiye. Tuakta kuhana olmasa canlı diyen turuddu bu diyebilir. Min sübdahtık kaytara kıyıkanı hanatım. Budduk hana Allah'ım. Kartak diye. Идет война, страшное делать надо. Поднимайте вопрос о восстановлении правов народа. И не детям. И не детям марамат. Yolun kurusunu yetiştiler, kapsatı dikinden bitti. Ondan duramınca ıksatı kaytar. Torikini duzuma çiğerbe yüzgâta samniyye. Çiğerbe çok samniyye. Ondan tünütüğü hatamın kaytara tekiresti üstüm onunla oyan tuttum. Oturamam akar vissasını onunla baranıya gitti. Bu yıllar gene çiğne gönlürü bitti. Tuğatta buradahanlara burasının nasyonalist diyenlere, banditler diyenlere Allah buatın. Ha, öldürürken nüfülete takpa stroyan nüfsediye. İlkin üreten baktı. Cesurlar Mustafa'lar bu yollar ayımcıları dostlar bardık menler barkını üretti. Üreten baramın siyahı gradus töptürek idan aldı. Bu üçü yollara bit, Nurot intilihe komisyabı yollara bit. Uğraktın masterlere bit. Hüttak bulağırotunu üç yollara bit. Nurot basın hürriyatçılara bit. De bu yollar dostlarından öyle hürriyan erebil sürüda takastan getirdi. Onun povulu hüydürka getiruldu. Povulu hüydatı, o povulu hüydatı bu parça sıyırbol jantan tağıslar. Bir arasılıstatılar, солдаtılar. 10 декабря 1951 года в газете «Правда» была опубликована статья «За правильное освещение истории якутской литературы», обвиняющая Башарина в буржуазном национализме. Сразу после этого последовала серия разгромных статей в Якутии.
Постановлением областного комитета ВКПБ от 6 февраля 1952 года книга Башарина «Три якутских реалиста-просветителя» была признана антинаучной, антимарксистской, буржуазно-националистической, изъята из обращения и предана сожжению. Также когда-то горели книги Аюрского, Кулаковского, Ксенофонтова и многих других. Сам Башарин был лишен научных степеней, звания профессора, исключен из партии, отстранен от научной деятельности. Это произошло в декабре 1951 года, когда появилась статья в газете «Правда». Затем было заседание областного комитета партии, на котором уже официально были выдвинуты эти обвинения. Башарину грозил арест, и он вынужден был уехать в Москву. Вот Георгий Прокопьевич мне рассказывал, как он приехал в аэропорт, и в этом здании аэропорта отсиживался, поскольку рейс задерживался. И задерживался на день или на два, я не помню там сколько. И вот он говорит, мы ночью спим, значит, мест уже посадочных, то есть мест, в смысле, сидячих в аэропорту уже не было, все были заняты. И мы, говорит, на полу все легли, ночь такая холодная, тоже, значит, неуютно, свет выключили, и вот все спим. И вдруг я, говорит, смотрю, с фонариками идут 2 или 3 человека, и фонариками светят, переступают спящих людей, смотрят и в лицо, значит, ищут, лица фонариками освещают. И я, говорит, взял и вот полы по пальто вот этой закрыл, как будто я сплю, и, так сказать, вот они так мимо меня скользнули и прошли мимо. То есть искали, конечно, Башарина, поскольку знали, что он вот должен куда-то уехать. Patını benim öncelerin udan koruyorum. Onlar bu sepketlerin de evet doğru. Senin babalar da Alacağım kam kevan kalayını. ben görmedim. Ortamına koy. Doğadaki amanın utanı güdevete boldu. Könlükte grupları da bakaldı. Onu da kadar astık. Onu da kadar astık. Tuvalı bu dışta. То, конечно, дивный юбилей. Ki doyudun utanı abut diyen. Kaan kihini kına batıyor tekeler. 10 лет гонений, 10 лет одиночества. Не выдержав постоянного давления, уходили из жизни родные, близкие, друзья. Отворачиваясь, уходили те, кому доверял. Да и могли ли они остаться? Угроза ареста, расправа грозила всем, кто стоял рядом. Я был маленьким, когда проходили вот эти годы репрессий, но помню такой эпизод, как-то днем я, значит, пришел со школы, и он лежал закрытый одеялом. И я приподнял это одеяло и вот увидел его слезы на глазах. Это я очень запомнил. Но он никогда не падал духом, в жизни он никогда не показывал, что вот такое тяжелое состояние у него. Он был борцом от природы и был очень мужественным человеком. Я не bileyim bu çok küskünme bol bu tayı hali. Demeye ha küskünme bol bu çıktı alış. Первойна мен
Kahannahan Allah menarbatam, sanivasi metam, bayam научная гидипар. Университет таха, научная правда. Вот самый главный источник моего оптимизма, перенесения того, что я пережил. Научная правда, вот что меня вдохновляло. Наука, она наука дорога. Кая барар исследователь наукатын или наукана наука. Мы просто не представляем. Ученые бейте, раннан шулера бейт. Это бессмыслица, глупость. Я поставил спектакль по произведению Алампа Сафронова «Бедрюбит Камет», споткнувшийся не исправляется. Вот. И спектакль до того был запрещен. Обком партии, решением обкома партии спектакль был запрещен, как бы говоря о том, что вот видите, эта пьеса имеет такой националистический характер, там типа. Прошло некоторое время, и для того, чтобы разрешить и бороться за разрешение спектакля показа зрителям, якутскому зрителю, он сразу, оказывается, предпринял ряд мер. И одна из мер это было то, что он написал письмо Арфо Аветесовне Петросян. Это профессору, академику Мирового института литературы в Москве, который в свое время участвовала, скажем так, в кампании по защите и спасению 3 реалистов-просветителей. И тогда, спросив несколько раз, прочитав письмо Георгия Прокофьевича Башарина, она сказала так: «Мы не дадим топтать святые имена». Борьба Башарина за наследие была борьбой свободомыслия системы. Все, кто отказывался разоблачать национализм автора 3 просветителей, были подвергнуты гонениям и преследованиям. А родина Кулаковского, Сафронова, Таттинский район, был признан особо опасным как рассадник национализма в республике. Кто знает, как сложилась бы судьба произведений якутских классиков, если бы не Башарин. Kim kirdi? Eygin bir yeme bağır batardı töröptü de bağı giydin. Ama bilbetim kelak dedi o. Ama kim dedi? Kırdık. Bugün kurduk kililer, taksılar kini, Gönserge, Şili de, Haykı da bulan. Ama şu dinin astarçılar, onu onlar değil. Tok keli, tok ellim. Men bu samolyotga üstünde oturup aralarım. Bayrakları, bancıkları, federalistleri, menşevikleri, İngiliz bıraktır gelen tespit, elbette bağları kırgıdır. Bu sebeske birazcık oturamar bütün diyen, bu bulanılan üyen berbet, öydönmek isterim en barkı. Min ilgin köre bilmek, körde munyaklarga sanar bakkar oldukun salam künyara. Salam künyara. Eden gibi bir yere bağır bakkar öyle bir tabağın geldi. O çocuk duyan, bir yere bilmeden ayrıldı diye ona. Doğru kendini yedirdim.
Эстен боқтон, өлі сатаргын, әт берге қарақпынан, иді көрімнің астынары, абаранары. Мен кемнің Мереме бәйне бұхарыға, оттан білеген білерім дейін бір. Бұ бар жонтон bir кегіннен итағас болуқтақ кейі сыттағым. Жону иле бақчысы оқсару, бұ ұқсан боқсан кәлем тұрдан кейіп. Siranlık tanımalılar takkanlar, John isterler kibitler dinler. Hem bargın, biz keravahın oğlumun yumur. Samay ustuk, samay üyeler, abahı gider. Bulvette öteken ola, gösteriyor bu yer, sürgünüzdün. Karahan abi onu Munyunan oldu diyor canı kıtta ustuhani herin bağıravata kerbol İlk harap parka üstüne kerbol. И вот тогда была сформирована отделом науки ЦК КПСС комиссия, которая была направлена в Якутию для того, чтобы разобраться, как нам указывали, с вопросами появления якутского национализма, разного рода уклонений среди якутских историков, литераторов, общественных деятелей. И вот мы стали изучать документы, письма, споры, дискуссии разного рода, которые в то время будоражили якутскую общественность. И мы приехали оттуда и написали доклад в ЦК КПСС, где были отметены, были зачеркнуты все обвинения в адрес и Кулаковского, и Башарина, и всех, кто обвинялся вот в этих самых разного рода уклонениях. И я думаю, что для того периода это была сенсация. И я обязан этому как раз якутам, обязан и Башарину, и Кулаковскому, и Иванову, и многим другим замечательным людям, с которыми я там встречался. Вот эту память о Якутии я до сих пор храню в своей жизни. Мне встретилось письмо друга Георгия Прокопьевича Ивана Михайловича Романова, адресованное Милице Василию Нечкиной, известному советскому историку. Письмо было датировано февралем 1962 года. В этом письме Иван Михайлович Романов сообщал о том, что справедливость в отношении Башарина наконец-то восторжествовала и на якутской земле. Закончился период, долгий период, десятилетних испытаний для него. Ему вернули звание кандидата исторических наук, ему присвоили звание доктора исторических наук, ему восстановили партийный стаж. Газета «Социалистическая Якутия», 24 февраля 1962 года. В постановлении Бюро обкома партии от 6 февраля 1952 года о буржуазно-националистических извращениях в освещении истории якутской литературы были допущены серьезные ошибки. Вместо деловой принципиальной критики книги Башарина против автора было выдвинуто несправедливое обвинение в буржуазном национализме, а ряд ученых и литераторов был необоснованно обвинен в поддержке националистических взглядов. Были привлечены к ответственности отдельные коммунисты, изъяты из библиотек учебных программ и театрального репертуара сочинения Кулаковского, Сафронова и Неустроева. Пересмотрены планы научных работ. Бюро обкома КПСС признало ошибки, допущенные в постановлении, и сочло необходимым устранить отрицательные последствия этих ошибок. Ведь наша Россия, благодаря таким ученым, как Георгий Прокопьевич Башарин, совершила совершенно цивилизационный сдвиг. Мы же все время к Европе шли, вдруг сейчас на Евразию поворот происходит. Новую страну создаем. И она с корнями, так сказать, азиатскими. О как. Вот.
народа. Якутия здесь играть будет ключевую роль. Потому что в России азиатская страна и азиатский народ самый крупный и самый такой, значит, успешный – это якутский народ. Именно якутские писатели, именно якутская интеллигенция дала пример всем нам, в том числе и русским, я вам это откровенно говорю, о том, как надо хранить единство. Дело, которому Башарин посвятил свою жизнь, сегодня продолжают его потомки и ученики, ведущие ученые Якутии и России. Георгий Прокопьевич Башарин – мой учитель. Я учился в Якутском педагогическом институте на историко-филологическом факультете. Так, учился с интересом. И был активным членом исторического кружка Георгия Прокопьевича Башарина. Этот кружок был тогда единственным в институте. Георгия Прокопьевича хвала мне помогла. Я стал заниматься научным исследованием, точнее сказать, исследованием топонимики, топонимии Якутии, так, названия местностей и впоследствии еще названия людей, имена людей, антропонимика. Написал более 10 книг, множество статей, составил большую картотеку топонимов и антропонимов Якутии, якутов. И у меня сегодня примерно 450 тысяч топонимов и примерно 50 тысяч антропонимов. Это результат кружка Георгия Прокопьевича. Он в начале 50-х годов дал закалку, дал задание, что надо заниматься и еще раз заниматься наукой, исследованием. И все это я связываю с именем Георгия Прокопьевича. Я сегодня очень рад, как и ученик, что вот на его родном Алахе, на этом месте администрация наследия, школа соорудили памятник Георгию Прокопьевичу. Учащиеся его родной школы набрались смелости, чтобы повторить его путь. Путь борца за знание, прежде всего. Путь борца за правду в жизни и в науке. И главное, чтобы они стали именно полезными людьми для своей республики. И вот меня сейчас поражает с прошествием времени, как такой человек, деревенский улусный мальчик из Чурапчи, из села, так далеко от центра, в этой глуши, в очень бедном доме с земляным полом. Как он добился таких высот, как он поднялся из этого суеверия, из темноты, как он описывает. И уже в 38 лет стал доктором наук. Он был влюблен в свое дело. Это пример человека, который нашел себя в жизни. Он занимался тем, чем он любил больше всего заниматься. И это его спасло. У него всегда была страсть, наука, вопросы, которые он поднимал. Это его спасло. Плюс и любовь народа, как он впоследствии сказал.
для меня, вот как для ребенка, дедушка остается именно настоящим дедушкой, простым человеком, потому что при всей своей загруженности, занятости, он всегда находил личное время для нас, своих внуков, с каждым лично занимался. Вот лично меня он научил читать и писать, при этом уже до школы, поэтому в школу я пошел уже подготовленным. Вот, за что, конечно же, большая благодарность и полностью целиком, я считаю, его заслуга. Sahabat kejas kehidupan, awam biba bab kehidupan warna, bihan tak harus sekiar, loh karena jarak tamat kehidupan, min hanibut, eder cakanan tu metak nyata ni, eder istor tarka, eder iterapi tarka usulai tarka, sakar sepuluh itu mausnya intelijensi tegar, bujanlar. Bu iki tığınca kabuslarga onu üç tığınca halka min pakaleniyem canların namusuna diyorların şalkı haynlara bağlıstaktır. Ne dinler kanan mı mamlet edin. Mini en yükseliyor. Ортодоксальная научная правда при любых условиях в сочетании с постоянной защитой интересов народа. Вот это интервью народа, она мамиет яким бара. Шахаря Алисия Холбаспута был еще $6 Bu stalak tuğratılar. Füddâya lâhtik. Şöyle Kur'an kalliler. Minis bir şeyine dokumenleri koydu. Национальный разговор битаны лохасам села хвалит. Просто удивительно. Уникальные взаимоотношения, дружбы, брак интернационализма народа. Он внимание это. Келеректуар. Сахарин Нурмота. Sahalar, ebenler, yukarılar, ebenkiler, Türkçüler, onunla kosu doydatınlar ottara. Sahiye tohoru, müççanır otunu da vardı bolarka. Arsiye barınır otunu da bıraktı. İnternetinle ne bolarlar. Onu bin etiyakın bağırdı. İki çok da suyunu horuk. İki horuk buldu. Социально-политическая задача. Социально-психологическая задача. Морально-этическая задача народов Якутии состоит именно в этом, причем долгие времена, в составе России, нашей великой, исконной, любимой Родины, наше будущее, наше счастье. Белги, күн бүлгәдә җайда услуха ләхтик min бәһә. Сахалар үчәләр бәнер үкәгидә, Украинста татарда. Бу хәбәре территорияләргә, промышленность предприятиеләргә, совхозларга бу дигәлә хамнан һәбит ишвай булбатакта. Мен бихи җалбут, бихи кем туттубут. Бихи кәләр кәрәк әскилбит. Дигәләр.
1992 году, вернее, в 2012 году, да, были отрывки. И видите, ему было 80 лет, какой он был бодрый, активный, понимаете? Он всю жизнь был активным и горячим патриотом нашей Родины. И вот я сейчас хочу предоставить слово Ариане Алексеевне Старцевой, студентке 2-го курса медицинского института, для доклада на тему профессор Георгий Прокофьевич Башарин «Апостол трезвого здорового образа жизни». Пожалуйста. Башарин. Башарин Георгий Прокопьевич. Советский и российский историк, общественный деятель, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. В 1964 году по 1966 год декан историко-филологического факультета ЯГУ. С 1966 года по 1992 председатель комиссии по присуждению республиканской премии имени Аюнского в области литературы и искусства. Его первое крупное исследование о деятельности основоположников якутской литературы Кулаковского, Сафронова, Неустроева явилось не только важным вкладом в историческую науку, но и стало гражданским подвигом. Эти исследования послужили основой для кандидатской диссертации, защищенной в 1943 году. В диссертации впервые открыто поднимался вопрос о выдающейся роли представителей первого поколения национальной интеллигенции в развитии культуры и общественно-политической истории Якутии начала века. В последующие годы, работая ученым-секретарем, а потом младшим научным сотрудником Института языка, литературы и истории якутского филиала АН СССР, Георгий Прокопьевич посвятил себя исследованиям истории аграрных отношений в Якутии, ключевой проблемой для понимания всей истории края. По окончанию докторантуры Института истории АН СССР он защитил докторскую диссертацию по данной теме в 1950 году, существенно обогатив научные представления о сельскохозяйственном освоении, социальной структуре населения и общественных отношениях Якутии в XVIII-XIX веках. Дальнейшая деятельность профессора была связана с кафедрой всеобщей истории Якутского государственного университета. На протяжении жизни он успешно совмещал преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность. Он является автором свыше 500 научных и научно-популярных трудов, в том числе 19 монографий. Наряду с историческими проблемами в них освещаются многие вопросы литературоведения, искусствознания, фольклора и этнографии. Затрагиваются и некоторые философские вопросы истории. Под редакцией Георгия Прокопьевича Башарина были разработаны учебники и учебные пособия по истории Якутии для школ и вузов республики. Он создал свою научную школу историков в течение 40 лет и руководил научным кружком студентов-историков ЯГУ, 60 из которых стали кандидатами и 4 из них докторами наук. Изучение здоровья и здорового образа жизни человека и принципов сегодня, в начале 21 века и третьего тысячелетия, как никогда раньше, стало чрезвычайно актуальным. Необходимо отметить, что только во второй половине 20 века специалисты, в основном медики, начали по-научному разрабатывать понятия здоровья, здорового образа жизни и так далее. Первая всесоюзная научно-практическая конференция состоялась в бывшем Советском Союзе в 1990 году. Важное значение для развития здоровья человека имеют не только научные исследования специалистов, но и изучение опыта людей, ведущих здоровый образ жизни. В этой связи интересен практический опыт Георгия Прокопьевича Башарина по развитию своего здоровья. Поистине он был теоретиком и практиком здорового образа жизни.
Он выписывал специальную литературу по вопросам здоровья и здорового образа жизни, книги, журнал «Здоровье», брошюры, также газеты. Тщательно анализировал и на себе проверял рекомендации авторов, что позволило ему выработать собственную эффективную систему оздоровления и здорового образа жизни. Большое внимание он уделял закаливанию, не курил и не употреблял алкогольных напитков. Изучая специальную литературу и опираясь на свой жизненный опыт, профессор разработал свои принципы здорового образа жизни, которые, по его мнению, сводились к следующему. Главным фактором здоровья и здорового образа жизни он считал труд и физический, и умственный. Важное значение он придавал образованности и духовному росту человека. Он систематически до конца своей жизни занимался самообразованием, посещал театры, музеи, читал художественную литературу, любил природу, уважал и соблюдал законы природы, считал ее источником здоровья и всех благ, бережно относился к ней. Георгий Прокопьевич твердо считал и доказал личным примером, что человек с собственными ежедневными физическими упражнениями на основе рекомендаций медиков, ведя здоровый образ жизни, может развить здоровье. Для этого нужна воля и ежедневный труд. Георгий Прокопьевич Башарин разработал собственную комплексную систему оздоровления применительно к экстремальным условиям Якутии, которой придерживался более полувека. Его опыт оздоровления будет способствовать развитию здоровья и профилактике болезней и травм. Спасибо за внимание. Александре Алексеевне Еремеевой, студентке первого курса юрфака Северо-Восточного федерального университета, на тему «Профессор Башарин, духовный наставник молодежи». Георгий Прокопьевич Башарин в своей профессиональной деятельности большое внимание уделял общению с молодежью. Потому с удовольствием откликался на просьбы, приглашения студентов, руководителей общественных организаций для участия в различных молодежных мероприятиях, слетах, студенческих научных конференциях, концертах самодеятельности, спортивных соревнованиях, выпускных торжествах, встречах. Он выступал с публичными лекциями в университете, в городских организациях, в УЛУСах, говорил с трибун комсомольских конференций, собраний студентов. Его встречи не ограничивались официальными мероприятиями. Он и сам проявлял инициативу для того, чтобы сказать о проблемах, волнующих его самого и окружающих, почувствовать реакцию слушателей, провести своеобразный срез настроений, дел и поступков студентов. Поскольку Георгий Прокопьевич работал в университете, его прежде всего заботило качество образования студентов, способность будущих специалистов понимать, усваивать и использовать полученные в ВУЗе знания. Потому на встрече с первокурсниками, а также на комсомольских собраниях, которые традиционно проходили по итогам зимней и летней сессии, Георгий Прокопьевич непременно выступал с речью по теме. Анализируя деятельность и работу студентов, Георгий Прокопьевич в своих наставлениях нацеливал на необходимость четкого режима работы студентов. Присутствие студента на лекциях, обязательная им запись лекций он считал необходимой процедурой. На решающем в учебе студента профессор считал самостоятельную работу, работу над собой, работу над литературой и источниками. У него была известная фраза: «Главная лаборатория для студента – библиотека». Георгий Прокопьевич с целью трансформирования усвоенных знаний, навыки и использования их в дальнейшей деятельности советовал студентам вплотную заняться научными исследованиями, буквально с первого курса вуза. Этим объясняется создание научного исследовательского кружка «История», которым он руководил 40 лет и через который прошли сотни студентов. Из кружковцев 70 человек стали кандидатами наук по истории, философии, педагогике, литературоведению. Под непосредственным руководством Георгия Прокопьевича защитили кандидатские диссертации 19 человек. Из них 4 стали докторами наук, профессорами, академиками. Из кружка «История» Георгия Прокопьевича вышли известные ученые, педагоги высшей школы, работники образования, науки, культуры. Научная школа профессора Башарина продолжает жить. Ученики Георгия Прокопьевича уже вырастили своих учеников, которые активно и плодотворно работают в университете, в научных учреждениях, в организациях государственной власти. Георгий Прокопьевич Башарин весьма положительно относился к общественной работе студентов. При этом считал, что общественники непременно должны быть отличниками учебы. Вот тогда-то они могут требовать ответственного отношения к учебной, научной, общественной работе у остальной части студенчества. Отличники учебы, активные общественники, ведущие спортсмены для Георгия Прокопьевича были
персонами почитаемыми, уважаемыми. Он хвалил их искренне и восторженно. Подобная практика для Башарина была своеобразной формой поощрения труду. Георгий Прокопьевич понимал высокое напряжение эмоциональных и физических нагрузок, наваливающихся на студентов, потому рекомендовал придерживаться режима труда и отдыха. Умелое сочетание умственного труда и физических занятий. Проводил много примеров из жизни выдающихся личностей, а также рассказывал, как ему удалось, несмотря на тяжелую болезнь, туберкулез легких, сохранить нужную работоспособность. О том, как он трудился, свидетельствуют его обширные публикации, более 400, наглядно показывающие его колоссальную трудоспособность. Георгий Прокопьевич Башарин утверждал: какой же из вас специалист, если по окончании вуза выйдете из его стен болезненным или больным человеком? Обществу нужны специалисты, способные выполнять сложные задачи, а они подключу только здоровому человеку. А от здорового человека здоровое потомство. Георгий Прокопьевич постоянно поощрял, пропагандировал физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни. Этим самым он подчеркивал большое значение сохранения и укрепления физического и морального здоровья молодежи. Наставления, рекомендации, высокие цели, которые Георгий Прокопьевич Башарин ставил перед молодежью, были и остаются весьма актуальными, поскольку требуют от сегодняшних студентов важные качества: достаточную профессиональную работоспособность, наличие необходимых резервных физических и функциональных возможностей организма для своевременной адаптации, способность к полному восстановлению в заданном лимите времени, присутствие мотивации в достижении цели. Благодарю за внимание. Спасибо. Уважаемые участники башаринских чтений, я хочу немножко дополнить сообщения наших докладчиков. Вот я наблюдал за Георгием Прокопьевичем больше 50, всю свою жизнь, так можно сказать. И он перенес 12 операций, понимаете? И особенно тяжелые калечащие операции были у него, так? Благодаря тому, что он 54 года ежедневно занимался физкультурой по 2-3 часа. Видите, он 80 лет какой бодрый. Да, поэтому я тоже продолжаю его заветы, вот своим ученикам я говорю: ведите трезвый, здоровый образ жизни. Понимаете? Все студенты нашего университета должны вести трезвый, здоровый образ жизни. Вот, это очень важно. Заниматься физкультурой, зарядкой. Почему? Потому что если клетка любого органа 2 суток не функционирует, она умирает. А сейчас посмотрите, вот, гиподинамия, гипокинезия, целыми днями вы сидите, ходите на лекции и так далее. Вот. А здоровье забывать никогда нельзя. Поэтому прямо с завтрашнего дня те, кто не делал зарядку, делайте зарядку. Я вам говорю, почему? Потому что сейчас уже у 30-летних инфаркты, инсульты, понимаете? И все это из гиподинамии. Почему? Потому что мышцы слабые, атрофия мышц, да, и всевозможные разные болезни. Итак, я хочу сейчас предоставить слово Зое Константиновне Башариной. Вот, пожалуйста, для заключения. Мы сегодня вам показали фильм, созданный известным режиссером Русланом Тараховским в 2012 году. Но в этом фильме вот взяты отрывки из документальных фильмов, которые были созданы еще при жизни Георгия Прокопьевича Башарина. Он родился 21 марта 1912 года и умер 18 апреля 1992 года. Поэтому вот фильм назван очень хорошо, глубоко, символично «Завещание». Георгий Башарин «Завещание». И я думаю, вы запомнили
слова известного российского критика, литературоведа, поэта Вадима Дементьева, который говорил о том, что труды Георгия Башарина, они в сознании современных людей сделали вот такой цивилизационный сдвиг. Если раньше считали, что Россия – это европейское государство, то теперь мы поняли, что в ней живут и азиатские народы. И один из самых успешных и образованных азиатских народов России – это якутский народ. Дальше он говорил о том, что вот я могу, как русский человек, сознаться в том, что мы именно у якутов научились сохранить единство. Вы, наверное, запомнили, да, слова Георгия Прокопьевича, что он завещал молодежи? Он завещал молодежи сохранить именно вот единство, дружбу народов. Вот это самое главное прошло после его смерти, вот сколько лет, в 92-м году он скончался, а сейчас посмотрите, что происходит у нас на земле, какие войны, какие события. Вот, так что его слова, да, мыслителя, глубокие слова мыслителя, они глубоко актуальны и в наши дни. И в заключение вот я хочу сказать о том, что вот его слова об университете, которые действительно являются афоризмом, вот в той книге, которую мы вам раздали, есть его выступление вот на юбилее 80-летия. И вот как он закончил вот свое выступление. Я хочу как раз эту цитату об университете сейчас зачитать вам, чтобы вы это запомнили, поскольку вы студенты Северо-Восточного федерального университета. Вот что он сказал об университете. Университет – это самое главное, самое дорогое, самое святое, что дал 20 век всем якутянам, якутам, эвенкам, юкагирам, эвенам, чукчам и другим народам севера, русским, татарам, украинцам, всем выходцам из других регионов России, которые давно обосновались в Якутии, нашли здесь свою вторую любимую родину. Счастлив особо подчеркнуть, что наш университет будет долговечным, сияющим светочем цивилизации и храмом науки на обширном северо-востоке Великого Азиатского материка. Поколения третьего тысячелетия будут понимать значение нашего университета гораздо глубже и шире, чем мы сами. В то же время они будут очень благодарны нам, поколениям 20 века, за создание и укрепление университета. Таков объективный, великий социально-психологический закон прогресса. Гордитесь тем, что вы студенты Северо-Восточного федерального университета. Спасибо за внимание. Так, Георгий Прокопьевич всегда говорил, что наш университет самый лучший, всегда гордился и всегда верил в молодежь, всегда верил студентам. И он говорил, что наши студенты очень умные, так, и действительно. Сейчас мы в рейтинге, в мировом рейтинге лучших университетов, среди 600 лучших университетов занимаем 512 место. Поэтому это накладывает на нас огромную ответственность. Мы должны работать для того, чтобы процветал наш университет, наша республика, наша Россия. И не случайно мы являемся федеральным университетом. Так, теперь я хочу вручить нашим докладчикам
книги. Вот. Вручается книга Башарин Георгий Прокопьевич. Вот это библиографический справочник, видите, тут одни его названия его трудов. Так для того, чтобы они также работали и имели такие труды. Старцевой Ариане Алексеевне книгу «Якутский Ломоносов». И вот я в прошлом году написал, эта книга, так, получила золотую медаль на международной выставке в Москве, где участвовало более 200 тысяч участников. Так, поздравляю. Вот сбылась мечта Георгия Прокопьевича. Он говорил, в науке нет возрастного центра. Должны заниматься уже с первого курса студенты, а не там старшие и прочие. Даже дети уже занимаются в детском саду научными исследованиями. Желаю дальнейших успехов. Так, такие же книги я вручаю Александре Алексеевне Алексеевой, студенту первого. Пожеланиям успеха. Так, теперь, значит, мы в заключении, так, опять с волонтерами, прочитаем вам гимн Республики Саха-Якутия. Вот почему я так сделал? Потому что вначале должен звучать гимн России, когда собирается много народу. Это должно быть уже традицией в нашем университете. В нашем университете именно мы продвигаем патриотизм. А гимн – это главный инструмент воспитания патриотизма на генном уровне. Почему? Потому что объединяет всех людей, живущих в нашем государстве, независимо от национальности, цвета кожи и так далее. И, к сожалению, многие не знают слов гимна. Это очень плохо. Пойдем. О, молодцы, молодцы, уже встают, видите? Без всякого напоминания, это классно. Якутия, ты светом зари, к добру и счастью всех нас зовешь. Алмазной радугой ты горишь, и нас к победам грядущим ведешь. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. Привольно лето наше течет, водой живой до края полна. Она согласие и силу несет, дарует мир всем народам она. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей, тебя раздольнее нет и щедрей. Земля Саха, святыни твои, с вершин веков напутствует нас. Мы путь продолжили предков своих, и с честью исполним мы их наказ. Цвети и крепни, родная земля, расти и славься, Якутия. Краса и гордость России ты всей, тебя раздольней нет и щедрей. Будьте активны, неутомимы в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей любимой, могучей Родины России. Как? Профессор Георгий Прокопьевич Башарин. Спасибо за внимание. На этом я объявляю башаринские чтения закрытыми. Есть предложение сфотографироваться. Кто хочет сфотографироваться, может подойти вот на фоне его, так сказать, фотографии, сфотографироваться. Есть желание?